Для того, чтобы укрепить тазовое дно, улучшить кровообращение, иннервацию его, мы предлагаем следующее упражнение. Но нужно отметить, что это упражнение могут делать пациенты, у которых есть слабость тазового дна, связана с тем, что есть простатит, может быть слабость мочевого пузыря, и женщины могут на какой-то чих, на кашель или даже смех пропускать капельки мочи. Также, когда есть частичное опущение шейки матки, у мужчин, если есть слабая потенция, преждевременная или быстрая эякуляция, также сниженная чувствительность, женская чувствительность при интиме. Вот эти упражнения очень хороши, помогают. Значит, нужно сесть на пол, сидеть хорошо на седалищных буграх, приподнять ноги, чтобы они не касались, и постараться 1 метр продвинуться вперед на этих седалищных буграх, и точно так же, не опуская ноги назад 20 сантиметров в один день. Это очень хорошее упражнение. Если же его выполнять трудно, то мы можем предложить более упрощенный вариант этого упражнения. Вариант этого упражнения. Мы также присаживаемся на ягодицы и к себе притягиваем носочки. И начинаем ходить вперед, не выгибая, не перекатывая с прямой спиной, что дает напряжение по всему к тазовому дну и работу мышц тазового дна. Точно так же мы можем идти назад, не опускать пальцы.